В Сыктывкаре запущены 3 новых автобуса для перевозки маломобильных граждан. На 174-й маршрут выехали небольшие автобусы ГАЗ. Ранее на городских маршрутах инвалидам и мамочкам с колясками подолгу приходилось ждать нефазы, так как в старые автобусы было невозможно попасть. Павел Королев осмотрел обновленные маршрутки и узнал, стали ли они более доступными. В обновленном автобусе читаются знакомые черты. Однако по классу комфорта он повыше своих предшественников. На маршрут выехали недавно, поэтому еще не успели примелькаться в плотном городском трафике. В салоне стало просторнее. Появились видеокамеры и большая задняя площадка, которая пользуется спросом не только у инвалидов. У нас видеокамеры, все можно просмотреть. Водитель смотрит на заднюю площадку. Все ли удобно, расположились с колясками и тому подобное. И зашли ли инвалиды. Бабушки особенно заходят в последнюю дверь, потому что это самое, заднюю дверь, на заднюю площадку. Потому что там спуск удобный, низкий. Штурмовать автобус больше не придется. Клиренс тут и так невысокий. Но при посадке борт еще и опускается. После этого водитель выставляет разборный пандус, угол наклона которого должен позволить заехать на коляске. Однако и здесь есть одно «но». Еще надо не забывать одну вещь, что помимо автобусов должны быть еще и остановочные комплексы оборудованы в соответствии, чтобы можно было воспользоваться той же откидной аппарелью. То есть откидная аппарель она откидывается на площадку, то есть остановочную, которая находится выше проезжей части. Тогда допустимый уклон будет и будет комфортно заходить и выходить из автобуса. Также еще нужно обратить внимание на обучение персонала, непосредственно который перевозит людей. То есть как правильно оказать ситуационную помощь, как правильно помочь человеку зайти и выйти из автобуса. Ранее двери городских пазиков были для инвалидов закрыты. Теперь же подолгу ждать на остановке более просторный и приспособленный нефаз не придется. А в перспективе автоперевозчики намерены расширить сеть небольших, но от этого не менее доступных для инвалидов автобусов. Это как раз новый тип подвижного состава, который автопроизводители начали делать, потому что до этого маленьких автобусов непосредственно для перевозки инвалидов их не было. Эти автобусы, кроме всего прочего, они еще и на газе, то есть это более экологичный вид транспорта, более экономичный вид транспорта, но опять же опыт эксплуатации сейчас получает перевозчик, если это будет эффективно, следующий автобус он тоже будет закупать с учетом этого опыта. Каждый такой автобус обошелся автоперевозчику в копеечку. Цена на рынке более 5 миллионов рублей. Однако потраченные средства с лихвой должна покрыть экономия на газомоторном топливе, что в свою очередь не приведет к повышению тарифов. Павел Королев, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.